Малый бизнес готов к большой роли в исполнении госзаказов. Участие предпринимателей в работах и поставках товаров и услуг, нужных государству, обсуждали сегодня на круглом столе. Провел встречу североостинский премьер Теймураз Тускаев. Инициировал разговор на правительственном уровне уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев. За одним столом с бизнесменами министры и руководители районных администраций отметили позитивное влияние господдержки. Например, программа социально-экономического развития Северокавказского федерального округа. По ней предприниматели в регионах, в том числе и в Северной Осетии, получают из федерального бюджета 40% от стоимости инвестпроекта. В этом году республике по этой программе Министерство по делам Северного Кавказа предоставит 500 миллионов рублей. Предприниматели тоже готовы вкладывать и строить. Привел статистику и руководитель управления по проведению госзакупок Алан Салбиев. Он сообщил, в прошлом году провели больше 2500 конкурсов, участники которых – предприниматели. По их итогам заключили контракты на общую сумму свыше 8,5 миллиардов рублей. Например, больше половины поставщиков медицинских препаратов – предприниматели. Доля малого бизнеса в поставках продуктов питания для бюджетных организаций – 95%. Но есть и другие сферы, в которых бизнес тоже может участвовать. Диалог между бизнесом и властью необходим. Для этого у нас существует постоянно действующая площадка. Сегодня организатором этого мероприятия, инициатором выступило правительство республики. Чему был посвящен диалог? Госзаказ, государственный и муниципальный заказ, является одним из основных методов поддержки местных товаропроизводителей. Мы говорили о том, как поддержать местных товаропроизводителей при участии в формировании государственных заказов, для того, чтобы деньги оставались в республике. Не всегда малые предприятия, фермеры, сельхозпроизводители, они не всегда могут поучаствовать в госконтрактах, потому что, с одной стороны, у них нет квалификации соответствующей, с другой у них нет банковской поддержки определенной, нет специалистов. Поэтому одним из решений данного вопроса мы видим сельхозкооперацию, когда несколько производителей могут объединиться в один кооператив и совместно работать.